Скопье. Студенты крупнейшего Македонского государственного университета вышли с протестом против нового закона и предлагаемых поправок, дающих государственным чиновникам больше контроля над учебными заведениями. Министерство образования, согласно законодательству, позволит улучшить качество университетов страны. Однако, по словам студентов, правительство пытается отменить академическую автономию, которая гарантируется Македонской конституцией. Демонстранты требовали нового закона о высшем образовании и объявили свой университет самостоятельной территорией. В Пешаваре на северо-западе Пакистана перемещенные жители из племенных районов потребовали компенсацию за убытки, понесенные от армии, выступившей против исламских боевиков. Перемещенные пуштуны также призвали правительство распорядиться об их немедленном возвращении в свои дома. Правительственная комиссия в Исламабаде обсудила планы их возвращения в течение года. Около 2 миллионов жителей племенной области были вынуждены сняться со своих мест. Также в Пешаваре полиция обнаружила большой тайник с оружием, спрятанным в грузовике на окраине города. В тайнике найдены автоматы АК-47 и боеприпасы. 1 человек задержан. Власти продолжают расследование дела. Кабул. Лидеры афганского рабочего движения призвали правительство и частных предпринимателей решить проблему безработицы. По заявлению Афганского союза национальных работников, безработица и бедность растут по всей стране. Афганское министерство труда и социальных вопросов заявляет, что улучшению ситуации могло бы помочь выполнение экономических обязательств, принятых на себя международным сообществом после падения режима талибов. По словам министерства, около 4 миллионов афганцев являются безработными при 30-миллионном населении. Бишкек. Бывший генеральный прокурор Киргизстана подвергла критике президента страны и сказала, что после полученных угроз опасается за безопасность своей семьи. Аида Салянова, открывшая уголовные дела против нескольких законодателей и высокопоставленных правительственных чиновников, сделала свое заявление на первой своей пресс-конференции после январской отставки. По словам Саляновой, она подала в отставку, поскольку у президента Алмазбека Атамбаева не хватило политической воли, чтобы расправиться с коррупцией. Она отрицает, что ее отставка связана с обвинениями против ее мужа, вовлеченного в коррупционный скандал. В Тбилиси около 60 заключенных, отбывающих пожизненное наказание, продолжили голодовку, начатую более 2 недель назад. Заключенные требуют пересмотра своих дел. Адвокат некоторых из них заявил, что здоровье его клиентов ухудшается. В настоящее время около 80 заключенных в Грузии отбывают пожизненный срок.